12 января исполнилось 110 лет со дня рождения Кунаева Динмухамеда Ахметовича, советского государственного и общественного деятеля, первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Казахской ССР, члена Политбюро ЦК КПСС, трижды Героя социалистического труда. Кунаев Динмухамед Ахметович родился 12 января 1912 года в городе Алматы. Окончил Московский институт цветных металлов и золота в 1936 году, получив квалификацию горного инженера. По окончании института был направлен на Прибалхашстрой. В начальный период Второй мировой войны заместитель главного инженера и начальник технического отдела комбината «Алтай-Полиметалл», директор Риддерского рудника Лениногорского рудоуправления, заместитель председателя Совета народных комиссаров Казахской ССР с 1942 по 1952 годы, президент Академии наук Казахской ССР с 1952 по 1955 годы, председатель Совета министров Казахской ССР с 1955 по 1960 годы, первый секретарь ЦК КП Казахстана с 1960 по 1962, председатель Совета министров Казахской ССР с 1962 по 1964, первый секретарь ЦК КП Казахстана с 1964 по 1986 годы. В 1974 году Динмухамеду Кунаеву было присвоено звание «Почетный гражданин города Балхаш», в 1982 году «Почетный гражданин города Экибастуз». За 45 лет, которые Кунаев провел на высших руководящих должностях, из них почти 25 был первым руководителем республики. Он внес значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Казахстана. Высокого уровня достигло горно-рудное производство республики, сформировались новые производственные регионы Казахстана, строились новые города и крупные населенные пункты. В годы его руководства республикой начали работать Павлодарско-Экибастузский топливно-энергетический комплекс, Карагандинская ГРЭС-2, Бухтарминская ГЭС в Восточном Казахстане, Павлодарский тракторный завод, многие другие промышленные предприятия были освоены, мангостауские нефтяные месторождения, получило развитие железнодорожное строительство, началась добыча и производство титана, магния, синтетического каучука, быстрыми темпами развивались различные отрасли электротехники, машиностроения, химии. Образовались Мангостауская, Жезказганская, Торгайская области. Особое внимание Кунаев уделял освоению Кербулакской равнины, строительству Капшагайского водохранилища, Большого Алматинского канала, канал Үлкен-Алматы. Вместе с тем, промышленность республики по-прежнему оставалась сырьевой базой Советского Союза. Интенсивное развитие военно-промышленного комплекса в СССР отразилось и на экономике Казахстана. Крупные заводы в Алматы, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Уральске, Степногорске специализировались на производстве военной продукции. Военные полигоны и предприятия нанесли значительный вред экологии республики. Кунаев поддерживал известных деятелей науки, литературы, искусства и интеллигенции. При Кунаеве в 1977-1982 годах опубликован фундаментальный пятитомный научный труд по истории Казахстана на казахском и русском языках. Кунаев предпринимал действенные меры по сохранению сложившихся территориальных границ республики, ее целостности. Кунаев вернул в состав Казахстана хлопководческие районы на юге, отданные Узбекистану, выступал против инициатив центра Москвы по созданию немецкой автономии в Казахстане, передаче
Мангыстау Туркменистану. За годы его руководства столица республики, город Алма-Аты, превратилась в высокоразвитый промышленный, культурный и научный центр. Были построены дворец республики, Казгу-Град, оздоровительный центр Арасан, спорткомплекс Медеу и многие другие здания. С 1985 года Михаил Сергеевич Горбачев начал реформирование советской политической и экономической системы. 16 декабря 1986 на внеочередном пленуме ЦК КП Казахстана представитель ЦК КПСС Разумовский сообщил о решении Политбюро освободить Кунаева от занимаемой должности и назначить первым секретарем ЦК КП Казахстана Колбина. Назначение Колбина вызвало волну народного недовольства, вызвавшуюся в декабрьские события 1986 года. Центральное руководство обвинило Кунаева в организации этого митинга. 26 июня 1987 года Кунаев исключен из состава ЦК КПСС, затем из ЦК КПК. За всю историю казахстанской партийной организации Кунаев был третьим казахом, который являлся ее первым секретарем партии. Кунаев был человеком системы, верил в социалистический выбор и в коммунистическую идею. Кунаев – автор многих научных трудов, посвященных проблемам социалистического и коммунистического строительства, вопросам теории и практики, разработки месторождений открытым способом. Около 200 научных трудов. Имя Кунаева присвоено Институту горного дела, ряду школ и улиц страны, университету в Алма-Аты. 13 октября 1992 года в Алма-Аты создан Международный фонд Кунаева. 12 января 2002 года в Алма-Аты открыт дом-музей Кунаева. 15 августа 2003 года аул Акши Алакольского района Алматинской области, где Кунаев провел последний период жизни, установлена мемориальная доска. Награжден 8 орденами Ленина, орденами и медалями. Дилмухамед Ахметович Кунаев жил в родном городе Алма-Ате. Скончался 22 августа 1993 года и похоронен на Кенсайском кладбище.